Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 16 апреля в Якутске открывается 22-й пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола». Горожане и гости столицы смогут посетить спектакли, сольные, хоровые концерты профессиональных коллективов, студентов и выпускников образовательных учреждений культуры, посетить выставки, экскурсии, вечера камерной, симфонической, фортепианной музыки, мастер-классы, а также музыкальную гостиную. О проведении традиционного фестиваля искусств нам расскажет гость студии Сергей Чигирев, художественный руководитель Республиканского пасхального фестиваля искусств «Золотые купола». Сергей Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Как и когда появился Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола»? Это произошло еще в 2001 году, когда у руководства Высшей школы музыки возникла идея украсить наш самый светлый праздник Пасху такой серией благотворительных праздничных концертов. И в первый год силами солистов и коллективов Высшей школы музыки было дано 4 концерта. Идея понравилась, и решили этот фестиваль сделать ежегодным. Но, естественно, проводить фестиваль в рамках одним учреждением – это на самом деле очень непросто. И со второго года начали вливаться другие коллективы нашего города. В 2003 году Министерство культуры стало учредителем этого фестиваля, поддержало этот фестиваль, включился в него Государственный академический русский драматический театр. И фестиваль потихоньку начинал становиться многожанровым. То есть, если первоначально он был чисто музыкальный, то в дальнейшем уже стали появляться спектакли театра русского, театра оперы и балета. Включились туда наши музеи, Национальный художественный музей, музей Ярославского, библиотека национальная, хоровые, народные, танцевальные коллективы различные. И он начал приобретать ту форму, к которой мы сейчас, на самом деле, подошли. Первоначально он не был республиканским, понятно, потому что это все проходило где-то внутри столицы нашей республики. Но потихоньку стали включаться другие города, там Неринги, Алдан, Мирный, впоследствии Ленск, Колёбинск, поселок Зарянка. И он действительно стал такой общенародный республиканский фестиваль. С первого же года его благословил архиепископ Якутский и Ленский, ныне митрополит Курский и Рыльский Герман. И изначально была такая заложена идея, что весь фестиваль будет благотворительным, то есть чтобы широкая публика, любые жители столицы нашей республики, гости могли спокойно прийти, совершенно бесплатно посетить любые мероприятия. И в дальнейшем, когда в 2011 году открылась филармония, одним из главных участников фестиваля стала наша государственная филармония Республики Саха-Якутия. При епископе Зосиме епархия стала приглашать знаменитых актеров театра и кино из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других городов России. А вот при владыке Романе сейчас создался такой целый фестиваль епархиальный, который назывался «Доброе кино». И приезжали уже такими целыми группами к нам, мастера нашего театра и кино со своими спектаклями, привозили фильмы различные, это были какие-то мастер-классы, это были творческие встречи. И в итоге он разрастался и достиг своей кульминации где-то в 2017-2018 году, когда мы дошли несознательно, просто уже, коллективы хотели этого, организации наши, театры, концертные организации, и образовательные организации. И фестиваль вырос до 36 мероприятий за 2 недели. То есть это буквально 3-4 концерта каждый день шли у нас. Это, конечно, была колоссальная нагрузка, и такая организационная. Тоже договориться с залами, организовать публику, рекламу. Это все очень, было непросто. И потом 2 пандемийных года. И сейчас мы, на самом деле, после них только выходим на тот, стараемся выйти уровень. В этом году у нас уже будет 26 мероприятий. Это, конечно, где-то 2/3 от того количества, которое у нас было до пандемии. Но мы сохраняем тоже тематику, сохраняем эту многожанровость, вовлекаем туда как можно больше разных коллективов.
Да, ну вот как раз в этом году фестиваль проводится впервые после, так сказать, пандемийных каникул, да, вот повлияло ли это на содержание фестиваля? Вот вы уже кое-что сказали, продолжите мысль. Да, вы знаете, тут, значит, что здесь возникло? В прошлом году мы его как бы уже провели уже в режиме оффлайн, но сложность была в том, что выходя, мы как бы вот этот груз пандемии, мы не могли развернуться в полной мере. Значит, и появилась у нас новая такая особенность в фестивале, туда проник такой коммерческий элемент. Поскольку все наши организации должны зарабатывать средства для каких-то своих новых постановок, концертных программ, для своего развития, для каких-то новых приобретений, потому что государство как бы немножко сняло с себя нагрузку, оно там платит что там, содержание, скажем, здания, там, зарплату, все остальное, значит, все должны биться, бороться за зрителя. Вот. И вот эта коммерческая составляющая, значит, она проникла в наш фестиваль. Значит, мы, правда, конечно, обратились сразу к владыке Роману. Значит, он сказал, ну что ж, это такое время, действительно, когда нужно как-то жить, надо зарабатывать. Вот. И значит, в фестивале начали некоторые спектакли платными. Вот. Мы как бы отошли от того изначально из той идеи, что все должно быть абсолютно всем доступно. Вот. И этот коммерческий момент у нас возник. Это как раз это влияние пандемии, потому что вы помните, там были времена, когда без зрителей надо проводить там 20%, нужно 50%. Естественно, все здорово на этом подсели, да, где-то и экономика, и особенно эти концертные, культурные организации. Вот. И, естественно, сейчас все стараются как бы возместить все это дело, потому что действительно нужно всем развиваться, время так стремительно несется, отставать никак нельзя, нужно зарабатывать. И вот у нас в этом году впервые 1/3 наших мероприятий, она будет платные, будут платные мероприятия. Но 2/3, я думаю, что это просто тот предел, дальше которого мы не должны идти. 2/3 все равно должны остаться благотворительными. Ну а при том, что если вдруг обстановка будет более благоприятна, мы, возможно, обратный отсчет начнем в ту сторону, когда полностью весь фестиваль у нас станет благотворительным. Ну, вот предлагаю подробнее поговорить о программе этого года. Сколько будет мероприятий, может быть, какие-то отметите, назовете? Значит, 26 мероприятий будет на этом пасхальном фестивале. Также он остается многожанровым, конечно. Но самый основной акцент, конечно, ложится на это все-таки музыка. Музыка — это в коллективах высшей школы музыки, особенно в государственной филармонии, это музыкальный колледж. В общем, все, кто к этому не имеет непосредственное отношение. Но также будет у нас спектакли обязательно. Очень хорошо в этом году Государственный академический русский драматический театр. Он показывает 4 мероприятия. Одно обязательно бесплатно. Значит, как бы я сказал, в любом случае, ребята, как хотите, значит, вот этот принцип благотворительности должен сохраняться. Ну, они все идут навстречу. Значит, много будет мероприятий Государственной филармонии. И тоже у них там 2-3 мероприятия будут сугубо благотворительные. Будут у нас в ДК Кулаковска большой концерт народных коллективов. Вот. Будет открытие 16-го, на которое я, пользуясь случаем, приглашаю всех. 16 апреля в Русском театре. Значит, там будет симфонический хор Государственной филармонии. Там будет знаменитый наш ансамбль государственной виртуозы Якутии. Там будет симфонический оркестр школы музыки, там будет квинтет саксофонистов филармонии, там будет духовой оркестр высшей школы музыки. Такая вот программа будет, конечно, традиционное обращение владыки Романа, значит, ко всем. Вот у вас с собой есть афиша, предлагаем, да, можете показать. Да, здесь вот, же, кстати, и программа. Значит, это вот афиша на открытие пасхального, на открытие фестиваля. То есть 18:00, 16 апреля открытие. Да, Государственный академический русский драматический театр, пожалуйста, всех просим. Значит, вот такая будет у нас еще и полная программа фестиваля. Она уже есть. Значит, обратите внимание на крупных баннерах, значит, перед театром русским, академическим, потом на стендах филармонии и у театра на стенде афишном театра Государственного театра оперы и балета. Вот эти, значит, вся программа фестиваля будет. Мы ее, конечно, запустим по сетям, по соцсетям различным. В электронном виде, конечно. Да, значит, афиши сегодня уже мы все развесим. Вот. Апрель, как всегда, очень насыщенный месяц, очень много мероприятий. И, конечно, тут немножко... И еще вот какой момент особенности, что все коллективы
после зимы, что ли, я не знаю, долго-долго раскачиваются, долго просыпаются. И буквально фестиваль уже нужно рекламную всю продукцию запускать. Они, вы знаете, мы вот решили поучаствовать, пожалуйста, включите в нас. Значит, начинается, извините, вы знаете, у нас там площадка где-то поменялась, вы знаете, у нас там что-то еще, у нас там дирижер и прочее. И вот это все очень сложно сделать заранее. Уже который год мы пытаемся за месяц сделать программу, за 3 недели запустить рекламу. Вот это самый сложный момент в этом фестивале, так сказать, вовремя все это сделать. Это очень сложно. Буквально до вчерашнего дня еще шли изменения, дополнения какие-то. Ну, и изменения все равно будут в любом случае какие-то, да, в процессе самого фестиваля. Поэтому на каждом мероприятии будет отдельная афиша. Мы постараемся тоже везде их размещать. И следите, изменения могут быть. А вот как можно посетить мероприятие обычному зрителю? Значит, вот те мероприятия, которые сейчас коммерческие, там они там в афише обозначены, что вход платный. Все остальные, они абсолютно бесплатные. Вы приходите на открытие бесплатно. Да, 28 апреля в детской школе искусств номер 1 будет закрытие пасхального фестиваля. Будет принимать участие симфонический хор филармонии и симфонический оркестр Государственной филармонии. Будут солисты, будут, значит, дирижер Максим Наговицын и Наталья Базлева. Значит, это тоже абсолютно благотворительное мероприятие. Значит, все, там ничего не нужно. Нужно просто прийти вовремя, с хорошим настроением, и все, и посмотреть эту программу. Ну вот фестиваль, он уже имеет большую историю, да, уже в 22-й раз будет проводиться. Изначально цель была благотворительность. Да, вот что бы вы могли отметить, как с годами меняется ли цель, остается ли благотворительной целью, ну и каким вы видите, может быть, в будущем этот фестиваль? Ну, в будущем, конечно, я бы хотел, чтобы все коллективы и организации, и образовательные, и культурные, и концертные, и театральные нашей республики и города принимали участие в этом, чтобы он был абсолютно благотворительным. Вот, несмотря на ту обстановку экономическую и политическую, в которой мы живем, чтобы это был абсолютно свободный доступ всех. Вот в этом как бы основной главный принцип. Мы бы очень хотели его сохранить, очень бы хотели сохранить. И самое главное, что сейчас дело не в количестве мероприятий, а в разнообразии. И вот мы бы, конечно, со следующего фестиваля хотели бы возобновить практику приглашения солистов, артистов различного кино, режиссеров, сценаристов из крупных городов нашей страны. Ну что ж, Сергей Валентинович, планы грандиозные, но впереди предстоит еще очень много работы, фестиваль только начинается. Желаем вам успешной реализации всех концертных программ, собрать побольше гостей, ну и провести все, конечно же, на ура. Спасибо, спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.